Слово для выступления предоставляется представителю ГКНБ Элгандиеву Нурлану Тухтабековичу. Здравствуйте. Султановым Тимур Султановичем 21 февраля 2018 года подано ходатайство, в котором он указывает на неопределенность выраженного необоснованного ограничения прав гражданина Крымской Республики на свободу передвижений и выезда из Крымской Республики. В случае, если в отношении него предъявлен в суд гражданский иск. Данное ограничение соразмерно только в том случае, если гражданин уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судебным решением, и только до исполнения обязательств. В подтверждение своих доводов Султанов ссылается на нормы Конституции и международных договоров, участницей которых является Крымская Республика. Хотелось бы отметить, что частью 1 статьи 39 Закона Крымской Республики о внешней миграции определено, что каждый гражданин Крымской Республики имеет право на выезд из Крымской Республики и выезд. Гражданин Крымской Республики не может быть лишен права на выезд из Крымской Республики. Право на выезд из Крымской Республики может быть ограничено в соответствии со статьей 46 данного закона. В соответствии с частью 1 статьи 50 Конституции, гражданин в силу своего гражданства имеет права и несет обязанности. Согласно части 2 статьи 20 Конституции Республики, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией законами в целях защиты, как было сказано, национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерны указанным целям. Частью 1 статьи 3 Гражданского процессуального кодекса установлено, что целью гражданского судопроизводства является защита нарушенных или оспоримых прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан юридических лиц, независимо от форм собственности, государственных органов, органов местного самоуправления, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений, прав и интересов Крымской Республики, а также охрана общественных интересов. Таким образом, государство предоставляет человеку права и свободы, гарантирует реализацию его интересов и возможности защиту от неправомерных действий в силу юрисдикции данного государства. В свою очередь, государство требует от человека в интересах личности, общества и государства соблюдения установленных правил, поведения обязанностей. Подобное требование исходит из принципа суверенитета государства и направлено на исполнение государственных функций. Хотелось бы еще отметить, что в соответствии с статьей 25 Конституции каждый имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания, места жительства. Каждый имеет право свободно выезжать за пределы Республики. При этом, согласно статье 51 Конституции, граждане имеют право беспрепятственно возвращаться в Республику. Частями 1 и 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года установлено, что каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом, исключительно целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общества благосостояния в демократическом обществе. Допустимость ограничения отдельных прав и свобод человека и гражданина предусмотрена также в Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах. Основываясь на нормах статьи 20 Конституции Республики, можно сделать вывод, что право на свободу выезда за пределы Республики не является абсолютным правом. Следовательно, по отношению к нему допустимо применение ограничения. Право на судебную защиту, согласно статье пункту 8 части 5 статьи 20 Конституции, имеет универсальный характер, является неотчуждаемым и одновременно вступает в гарантии всех других прав и свобод. Гражданин, не согласный с решением суда о временном ограничении выезда из Крымской Республики, имеет право обжаловать его в вышестоящий суд. Полагаем, что нормы пункта 8 части 1 статьи 46 Закона Крымской Республики о внешней миграции, предоставляющие возможность временно ограничить гражданину в выезде из Крымской Республики в случае, если в отношении его предъявлен гражданский иск в суд, взаимодействие с главой 14 Гражданского процессуального кодекса
регламентирующие применение института обеспечения иска, направлены на обеспечение конституционной гарантии на судебную защиту и призваны совершать интересы других лиц. Также вот коллеги озвучили то, что судом в рамках обеспечения иска могут быть приняты решения, такие как запрещающие ответчику совершать определенные действия. Так, вот наряду с этим применение данной обеспечительной меры может быть уместным в случае, если суд в силу части 5 статьи 169 Гражданского кодекса признал обязательное участие сторон в судебном заседании, если это необходимо по обязательным делам. Важно подчеркнуть, что ограничение права ответчика на выезд из Кыргызской Республики не имеет абсолютный характер, поскольку решение по применению принимается только судом по итогам рассмотрения заявления лиц, участвующих в деле. Частью 2 статьи 46 Закона Кыргызской Республики о внешней миграции установлено, что паспорт может быть временно задержан или изъят в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 9 части 1 статьи 46 Закона о внешней миграции, или в случае использования паспорта для совершения преступления или обнаружения в нем подделки, а также в случаях прекращения гражданства республики. Временная задержка или изъятие паспорта в таких случаях осуществляется судом, органами прокуратуры, органами национальной безопасности, органами пограничной службы Кыргызской Республики. В этой связи хотелось бы отметить, что органами национальной безопасности данные меры осуществляются исключительно в рамках своей деятельности. С учетом изложенного, считаю, что ходатайство Султанова Тимура Султановича необоснованным и несостоятельным. Понятно. Пожалуйста, вопрос представителя заявителя. Нет вопросов. Представитель Джордж Кенеш. Вопросов нету. У вас что, вопросы появились? Да, я не успел просто задать его. Вы согласовываете? Хорошо. Все, уже проехали. Уважаемый судья, есть вопросы? Нет? Спасибо. Присаживайтесь.